Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарная эпидемиологическая обстановка в республике осложняется. За прошедшие сутки выявлено 210 новых случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 23 ребенка. Из 187 взрослых непривитых 97%, 182 человека. В стационарах у нас на настоящий момент по всей республике получают лечение 503 пациента, из них в состоянии средней тяжести 460 человек. В тяжелом состоянии у нас находится 43 пациента, из них 98% непривитых. И, соответственно, в отделениях реанимации врачи борются за жизнь 6 крайне тяжелых больных, как в городе Якутске, так и в районах республики. Остаются на ежедневном контроле районы, которые во время каникулярного времени имели соответствующие проблемы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Это Алекминский, Мегино-Кангаласский улус, и осложнилась ситуация особо серьезно в городе Якутске и в Намском районе. Первым компонентом против новой коронавирусной инфекции в республике у нас привито 75% взрослого населения. И, соответственно, дальше во всех медицинских учреждениях и организациях республики мы продолжаем процесс ревакцинации. Как вы знаете, из сообщения оперативного штаба на территории республики был зарегистрирован случай заражения новым штаммом новой коронавирусной инфекции омикрон. И, соответственно, учитывая непосредственно серьезность и саму по себе скорость распространения данной инфекции на территории республики, случай является завозным. Сегодня подписан указ главы Республики Саха-Якутия, во-первых, о продлении мер повышенной готовности, режима повышенной готовности на территории республики по 1 марта 2022 года. Кроме того, возвращены ряд ограничительных мероприятий относительно предприятий общественного питания, работа которых сокращается на 1 час. И они начинают работать у нас опять с 6 утра до 12 ночи по графику и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, с 15 января вход в торговые центры именно города Якутска также будет осуществляться по QR-коду. Необходимо обратить внимание на граждан, которые возвращаются из отпусков за пределами Республики Саха-Якутия. При непосредственно допуске на работу в обязательном порядке должны предъявлять отрицательный ПЦР. Граждане, контактировавшие с больными ковид, прибывшими из-за рубежа, отправляются на самоизоляцию на 14 дней. На сегодня я бы хотела обратить особое внимание на то, что по контактным, с первым заболевшим новой коронавирусной инфекцией штамма омикрон, как учреждениями здравоохранения МВД и Роспотребнадзора приняты все исчерпывающие меры, соответственно, все контакты выявлены и, соответственно, взяты анализы. Необходимо обратить внимание на то, что весь комплекс мер, направленный на их самоизоляцию как лиц контактирующих на территории республики, осуществлен. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, сейчас бы я хотела обратить ваше внимание на то, что на настоящий момент основной рост заболеваний осуществляется в городе Якутске. В связи с чем все выезды, переезды и, соответственно, движение между районами и городом Якутском хотелось бы, чтобы при принятии решения они были для вас, при принятии решения по передвижению, при приезде из района в город, это должны быть решения осознанные, исходя из того, что человек должен быть и вакцинирован, и при желании, конечно, иметь свежий ПЦР-тест для того, чтобы все-таки обезопасить себя и своих родственников, либо же коллег по работе. Кроме того, мы рекомендуем части работодателей перевести граждан на удаленный режим работы, потому что единственным способом сегодня не дать еще больше усиления взрывного роста, это прежде всего, соответственно, разобщение, в том числе трудовых коллективах, которые являются у нас на настоящий момент непосредственно одним из точек распространения новой коронавирусной инфекции. Соответственно, каждое муниципальное образование будет принимать решения также самостоятельно. Возможно и на принятие решений на уровне оперативного штаба, в том числе города Якутска, по ряду ограничений, которые будут уже озвучены прежде всего для горожан.